Зульфие Сейтвели из Карасу-Базара музыкант по образованию, но гончар по призванию. Любовь к глине и гончарному искусству родилась у нее очень давно. Когда еще была учителем музыки в Тамане, ее привлек кружок по гончарному мастерству. Там дети занимались, игрушки лепили с глины. И я тоже заинтересовалась и начала посещать. Гончарный круг был там. Я начала сама заниматься. Зульфие Сейтвели – настоящий самородок и самоучка. Она безустанно работала над собой, совершенствовала свои изделия, искала свой стиль и почерк. После возвращения на родину любовь к керамике только возросла. Сначала я начала делать фигурки людей. Изучала строение людей, потому что у меня нет художественного образования, я музыкант. И мне было это все с трудом давалось. Потом начала делать на гончарном посуду. Кувшинчики, гугумчики, чанахлар. Тогда еще я не знала ни орнамента наши крымско-татарские. Тогда и литературы же и не было, такой, чтобы изучать где-то. Это уже, когда я приехала в Крым, тогда я начала уже серьезнее относиться. И у меня такие друзья появились, которые занимаются вышивкой. Они смотрят, ага, вот здесь вот так вот орнаменты надо, вот здесь вот так, вот этот смысл орнамента вот такой. И я немножко уже начала задумываться и изучать. Но все равно у меня изделия из глины, я бы сказала, немножко, может быть, не сильно традиционные. Я вот смотрю сейчас, да, хорошие у нас мастера, усталар-бар, они именно вот занимаются профессионально, а я любитель. Изделия Зульфие Сейтвели наполнены не только любовью и энергией. В каждую работу мастерица вкладывает особый смысл. С глиной делаю то, что вот душе. Раз, допустим, вот мне захотелось кабаклар, и я делаю тыквы. Ага, но смысл какой? Да, два рода, к примеру, да, вот они соединяются. Две тыквочки, как два домика, сплетаются, и уже новое поколение идет. Все равно какой-то смысл закладываю. Не хочется все время как вот однообразно делать. Вот орнаменты, да, я тоже могла бы орнаменты, да, вот, допустим. Но мне хочется вот что-то новенькое. Наш народ сейчас начал уезжать, а я сделала панно, вроде как немножко, да, с этим временем связано. Кайтуф, то есть кайтмага, эти домики на одном кораблике или араба, и они кайталар евге, Крымга кайталар. И над каждым домике, как идет печка топится, и как дымок, значит, кругом идет жизнь. Есть жизнь, и вот они возвращаются в Крым. А есть и более такие радостные, как две тыквочки, как свидание. Они, значит, понравились друг другу, тянутся, и вот эти веточки, чичеклер, вот они как тянутся. Глина – живой материал, говорит Зульфие ханым. Она успокаивает и чувствует настроение мастера. Когда у меня тоскливо на душе, то я не могу керамикой заниматься. Вот вроде казалось бы, да, ну что, глину взял, лепи, там, тоскливо, не тоскливо. Видимо, все равно должно быть какое-то настроение приподнятое. И тогда идет энергия хорошая. Когда я беру в руки глину, у меня такое ощущение, что вот время останавливается. Вот это кассиветлер, забываешь какие-то проблемы, что-то вот сердцу так легко становится. И вот это вот берешь глину и начинаешь, и не всегда получается то, что еще ты хочешь, потому что глина свое говорит нет, особенно на гончарном круге. Глина интересный материал, очень интересный. Вот кто берет в руки, все-таки что-то есть в ней живое. И когда вот после обжига она красненькая становится, теплая, вот кто берет мою керамику в руки, ой, так тепло от нее идет, ой, такое тепло идет от нее. Зульфие Сейтвели научилась разбираться в глине. Для нее важно делать свои изделия именно из крымской глины. Сейчас очень многие покупают. Одно время я тоже покупала, панно делала, практически не было брака, очень все красиво, и она очень пластичная, можно тоненькие такие вот делать и орнаменты, она очень пластичная, покупная глина.
Но мне хочется все-таки свое вот крымское почему-то. Вот, душа не лежит покупать глину. Почему вот в Крыму живем и мы покупаем? Недавно Зульфия Ханым открыла в себе еще один талант. Она начала писать сказки для детей. В ее копилке уже более 30 сказок с крымско-татарскими героями, национальным колоритом и моралью, которые прививают любовь к традициям и учат отличать добро от зла. У меня в сказках есть и Азиз Деде появляется, и он помогает тоже героям сказок где-то в трудные минуты. Откуда приходят идеи, откуда приходят мысли, я даже не знаю. В основном ночью. Вот бессонница, раз приходит сказка, пишу. А у меня, вот когда читаю, первый у меня слушатель, конечно, Ахаим. Так, ну как? Классно, все, пишу тогда. Кто читает? А откуда ты придумаешь? Ты, наверное, где-то их списываешь. Где я могу списать, не знаю. Ну, в общем, приходят такие мысли, я пишу. Сау болсын Лейля Оджа Асанова. Она несколько сказок в своем журнале «Анатолий Оджаларана» язда. Аяна Дунья, несколько сказок тоже напечатали. Илдыз журнал напечатали тоже сказку. Арманчик взяли. Ну вот все равно это Арзы журнал тоже сказку напечатали. Вот в журналах появились. Мечта Зульфия Ханым – выпустить сборник своих сказок и, конечно, совершенствовать свои навыки в гончарном искусстве, чтобы и далее радовать своими прекрасными изделиями.